В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 19 сентября. Знаменательный день. Рамзан Кадыров посетил профессиональный праздник работников дошкольного образования. Героиня в белом халате. В Чеченской республике женщина всегда пользовалась особым уважением. За что Румису Кусиеву называют сердцем перинатального центра. Маяки дружбы. В данном этапе экскурсии ребятам дали возможность ощутить адреналин от свободного падения. Грозный укрепляет межнациональное согласие между молодежью России. Системный подход к изучению чеченского языка необходимо внедрять уже в детских садах, поскольку родная речь – основа национальной идентичности. Об этом заявил Рамзан Кадыров на торжественном праздновании Дня воспитателя и всех дошкольных работников. Наиболее отличившиеся отмечены высокими наградами. О людях, которые помогают детям делать первые шаги, дают стартовое образование и закладывают базовые ценности, репортаж Ахмеда Рамазанова. Центральное мероприятие, посвященное профессиональному празднику к Дню воспитателя и работников дошкольного образования, прошло сегодня в Грозном. На торжество приехал и глава Чеченской республики, герой России Рамзан Кадыров. С главной сцены к виновникам торжества обратился министр образования и науки Хошбау Дидаев. Он отметил огромную роль системы дошкольного образования в воспитании подрастающего поколения и поблагодарил работников детских садов за их нелегкий, но такой важный труд. Дошкольное образование نقش متداق شكول زخوي خول إش ويتبع أزر جرجو ويسادك شكاح دق ترت بوه بيش بولج بيلغ شيت أرخ مسير جريت أرخ مارش الخوات بيج مارش وغيل مارش ليلا الغلير من مقدار قامي مخوي بلنا وستي ووش قيتر دال بركتي دويلا دق ويطيور والشاح سنتي أبرح وهورشرة دين دشكولنا وربوتنيك وسبتات بالغلداق أخوي ريسبوبليكا حدا إمسنا خزدز ديش إداحو إز وسبتات الله دشكولنا أبرزواني كرت بلغلوتن كرت دوغدويز وسبتات الله نخشي ماتي داقشة قيت وشقي ورخوة المعن داقنا وعلمنش أقر خلزام نحا نخشي قام هلك خلر شدوج خيناح دالغازت قوبل دويل آمد حاجسة أقر حالة نيس ونخ قيتادين قدعة قيور نيق داقنا عمدهاش تنديلا قيتق تنسيلا يزي دقالوش تنا ترنا تن إيسنا بركل ديريز خلبوغوتن داقا إشتهرنيق حباحش بولا أقر حالق أقر كورتنيق بيرش بيري ديحدو بيرن مصو هم خلديز ألا مصو آغور حيل شقل شديش ريح داخ ريح تشوح آراح يبوح حباحش ولا ومخ دين رمزان حاجين بركل ديريز خلبوغوي داقا بيرش تسبل ليرمي مكدا تسبل قيت وشقي ورح بولخ بغيرش قعيوكش حبوش بعونا أقر تل رسي فيدراتيا قاستنا شاشتن بولا قيت شيء بلانا وشسية غريال أقر تل الميثوديك حي تغيرش ووسبتاتلش ودشكولنا образование دغيرشو تغنى قاستنا وي بيشبول بلغ شقر أقر تلهم شا وسيرسيسك أورون يحشي مثلا لنا تسرحا ويتش أتصل بركتي بولخ رمزان عجلاق واتبايتنا تعرش خيناحا احتدخ كرتسا حلا أمت نوخشي مت دولما جاردين هون أو استيحا بولخ أو تيتعينون ديريز خلقون قيت هر هيلش خولرنا هر بيرشنا خز سيل مخكح داخ أتوبرنا ترت بولخ بأتوبرنا. Рамзан Кадыров отметил, что в регионе созданы все необходимые условия для популяризации родного языка и в очередной раз призвал изучать его в первую очередь.
Daar is aanminder dan, als geitnig dan, zij leert dat dan, dat toch dat zijn. Dus proberen we haast wat een buurt uit dan. Dit gezegd dat buurt, moet in mijn huis dan, echt buurt dan. Het wordt geen leren dit gezegd dan, treed je het nog wat buurt. En dit gezegd dat zij hoe moet wezen dan, tjoch dan, moet wezen dan. Maar zij dan, ze die gaat dus goed is dan, jalla dan. Als klimaat allemaal bezig, Engels allemaal bezig, Kitijs allemaal bezig dan. De laat dan, nog je met de oorlogsstijl dan, zo nog je gewaad dan, zonder dan, daar moet dan. Je balt daar, je staat al je dat tierst daar zo daar al door, daar zo moest zo goed van haar door, daar dan, wij wordt samen misschien daar draaien. Oh, daar moet dan. Вслед за этим наступил торжественный момент награждения. В конкурсе «Воспитатель года 2025» третье место заняла воспитатель детского сада номер 9, родничок, станица Наурская, Юлия Манченко. Второе место завоевала воспитатель детского сада номер 9 Ирс, города Грозный, Зулика Чатаева. Ну а первое место заняла воспитатель детского сада Мишутка, станица Старогвардовская, Залина Калмыкова. Всем призерам помимо грамот вручили денежное вознаграждение от регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова в размерах 300, 500 и 1 миллион рублей. За первое место в конкурсе «Воспитатель года 2025» почетной грамотой и денежной премией в размере 1 миллиона рублей от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова награждается Калмыкова Залина Анатольевна, воспитатель детского сада Мишутка, станица Старогладовская. Залина Калмыкова работает воспитателем 9 лет и отметила, что самое главное – это любовь к детям. Больше всего мне понравилось общение между людьми, между нами, воспитателями. Сложностей особо никакой не видела. Почему скажу? Потому что в нашей профессии надо любить детей. И если любви нет к детям, то и сложности, естественно, появляются. А если есть любовь к детям, сложности, они уходят на второй план. И мы стараемся работать во благо наших детей. Также нагрудные знаки, почетные грамоты и благодарственные письма получили и другие наиболее отличившиеся работники дошкольного образования. Начну с того, что в этой системе дошкольного образования я работаю уже 46 лет. За эти 46 лет я поняла, что в дошкольном мире может работать человек, который безмерно любит этих детей и старается сделать все на своей работе, чтобы было на высшем уровне. По указу главы региона почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Чеченской Республики» присвоено заместителю министра образования и науки Марьям Дадаевой. Присваивается почетное звание «Заслуженный работник социальной сферы Чеченской Республики» Дадаевой Диане Аликовне, заместителю министра образования и науки Чеченской Республики. Особый колорит празднику придали творческие номера, подготовленные самими воспитанниками детских садов. Их трогательные выступления стали лучшим доказательством того, что труд педагогов не проходит даром. Система дошкольного образования Чеченской Республики по праву считается одной из самых сильных на Северном Кавказе. И это заслуга этих людей. Именно в детском саду закладывается фундамент личности будущего гражданина. И этот фундамент в нашей республике прочный, основанный на традиционных ценностях и современных педагогических методиках. Ахмед Рамазанов, Алисхан Кацулов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Рамзан Кадыров проинспектировал ход строительных работ на объездной дороге села Сержинюрт. Первый вице-премьер Иса Тумхаджиев доложил, что строительство дороги протяженностью около 9 километров ведется в рамках государственной программы развития дорожной отрасли Чеченской Республики. Новая трасса позволит перенаправить транзитный транспорт в обход села, что значительно снизит нагрузку на местные дороги. По завершении основных этапов дорога будет полностью оснащена всей необходимой инфраструктурой для безопасности и комфорта. Последний слой Юрий Ахматович дающий, да? Да, ну, и до конца месяца есть значимые туристические направления, поток Кулуавр, Беденский район, Шайги.
Также глава проинспектировал строительство важного инфраструктурного объекта моста через реку в селе Цаведино. Ширина сооружения составляет около 15 метров, а его длина 56. Проектом предусмотрены и подъездные пути протяженностью по 200 метров с каждой стороны. Переправа соединит важные участки дорожной сети и значительно повысит уровень транспортной доступности для местных жителей. Голту вела аусмил штара, именно акцент туризма есть, туристическое направление. Объект сержанет, хара поручение, хали метржин декретая дон. Хинцара голту вела такси поворот аяло, как прямой, новый современный надежный мост поддал. Шарик объект отун дал духовой. Еще одним объектом инспекции главы стала гостиница, возводимая на территории спортивно-туристического комплекса «Кизиной-А». 9-этажный отель рассчитан на 150 номеров. Для комфортного проживания и отдыха гостей в объекте предусмотрены спа-комплекс и конференц-зал. Общая площадь 17,5 тысяч квадратных метров. Завершение строительных работ намечено на следующий год. Женский, мужской спа, ресторан, номерной фонд, аусамлок коридор было 50 спешил с духовой. Иш болфенц активно детально, урели на бетонный был завершить пеш. Это урел, чтобы Я на себя признал. خدمت كذا لا بعض لا شيء ايوه قلت على عايش دوري ريمون شيء Укрепление межнационального мира, вопросы двустороннего сотрудничества и расширение добрососедских отношений между регионами обсуждали в Гдыймесе. Там состоялся 8-й всероссийский волонтерский проект межнационального согласия «Маяки дружбы. Башня Кавказа». О программе пребывания гостей репортаж Магомеда Азиева. Ежегодная международная программа «Маяки дружбы» направлена на увековечивание дружественных отношений между жителями всей страны. Но ее вторая немаловажная роль – это помощь, которую оказывают волонтеры для реставрации и капитального ремонта исторических башен, которые возвышаются на вершинах всех республик Северного Кавказа. «Маяки дружбы» – это проект, который существует с 2016 года. И по сей день. Единственное, у нас был перерыв в 2019-2020 году, потому что был ковид. Вот. Цель нашего проекта – межнациональное согласие. Мы собираем ребят в команды практически со всей России. В Дагестане мы побывали, уже поработали, точнее, в Ботлихском районе на Преображенском редуте. Мы работали в Гунипском районе, то есть работали вдоль оборонительной стены Шамильской крепости. И вот уже на протяжении 5 лет в Дагестане мы работаем в Шамильском районе. Нашими руками, точнее нашей помощью, была восстановлена сигнально-оборонительная башня в селении Старый Хиндах. В этом году у нас 5 команд. В каждом регионе Министерство по делам национальности оказывает поддержку и помощь. Кстати говоря, в Чеченской Республике в 2018, 2017, 2018 году она являлась регионом-участником. То есть наши ребята базировались здесь и работали. Для прибывших гостей была создана программа, которая включила в себя представление всей базы в целом, а также проведение активных мероприятий. Сразу по приезду им продемонстрировали развитие военно-технической сферы, а именно военного транспорта, после чего вдоль всей территории совершили проезд на специальных вездеходах. Одна только поездка оставила неписанные эмоции на их лицах. Бомба! Что можно сказать? Вообще такая просто, эта малышка, она выдерживает. Я понял, что вот она все-таки создана для вот бездорожья, для вот этих вот всех камней, скал, песка и прочего, да, и, конечно, хотелось бы ее в таком вот ключе тоже испытать.
Но огромное спасибо за то, что дали ощутить вот такую возможность. Забавно, что не чувствуется разница, едем вот мы просто по дороге или едем по камням. Просто очень плавно, страшно, непонятно. Было очень весело, я в восторге. Но интересное не может закончиться. Уж точно не здесь. На данном этапе экскурсии ребятам дали возможность ощутить адреналин от свободного падения в аэродинамической трубе. Она оснащена новейшей системой кондиционирования, а ее размеры 5 метров в ширину и 11 в высоту. Каждый, подбирая одежду под нужный размер, уже с самого начала был в абсолютном восторге от шанса буквально взмыть в воздух. В паре с опытным тренером они по одному заходили в летающий лифт, где хоть и неуклюже двигаясь, все получили массу положительных эмоций. Когда-то хотела попробовать прыгнуть с парашюта, всегда боялась. Вот, а тут вот такая вот чуть-чуть мини-мечта сбывается. Это очень прикольно, классно. Башня Кавказа. Я впервые, поэтому в полнейшем восторге. Очень интересно узнавать культуру, знакомиться с людьми, видеть ваше гостеприимство. Очень здорово, замечательно. Завершающей вишенкой на торте стала стрельба из оружия на профильных полигонах Российского университета спецназа. На выбор были представлены автоматы, пистолеты и дробовики. Удивило, что активное участие в такой мужской сфере приняли как парни, так и девушки. На полигоне экскурс по военной базе подошел к концу, но для волонтеров это время оставило массу эмоций и положительных впечатлений. Дальнейший их путь устремлен в Кабардино-Балкарскую республику, где все 5 команд встретятся в одной точке. Итог оправдал все их ожидания. И, как заявили ребята, они мечтают снова побывать в нашем регионе и рады быть мостами дружбы между нашими республиками. Магомед Азиев, Шамсудин Джабраилов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. На базе Российского университета спецназа состоялась ознакомительная экскурсия для федеральных военнослужащих. Начальник инженерного управления штаба Национальной гвардии России Андрей Власов осмотрел центр, начиная от боевой подготовки бойцов, заканчивая ее техническим оснащением. Инструкторы подробно рассказали о процессе работы с новобранцами. Цель приезда – нахождение в служебной командировке по изучению организации задач инженерного обеспечения, выполняемых сотрудниками и военнослужащими войск Национальной гвардии. Опыт специальной военной операции показал значимость данных задач. Выполнение задач в условиях минной опасности, фортификационное оборудование рубежей и позиций заставляют нас совершенствовать формы и способы выполнения задач, а также организацию подготовки военнослужащих и сотрудников. Одним из элементов в вопросах подготовки – это подготовка военнослужащих, в том числе и в Российском университете спецназа. Вся необходимая учебно-материальная база, которая на сегодняшний день есть в университете, позволяет качественно проводить занятия, обеспечивать подготовку и в последующем качественное выполнение задач. Работоспособность, считаю, высокая, и качество обучения, как я уже сказал, позволяет выполнять задачи. Ну и, кроме того, видны дальнейшие направления развития. И то, что развивается направление по противодействию беспилотным летательным аппаратам, инженерным боеприпасам, применяемым противником. Все это в полной мере охвачено здесь. И та подготовка, которая проводится с военнослужащими, прибывшими для прохождения службы, обеспечивает качественную подготовку и выполнение задач. Здоровье каждого новорожденного – результат труда целой команды профессионалов. И в авангарде этой ответственной работы главная медицинская сестра. В Республиканском перинатальном центре эту ключевую позицию занимает Румиса Кусиева. В ее компетенции функционирование сестринских служб, оперативное оказание помощи пациенткам и контроль за соблюдением медицинских протоколов. О человеке, чей труд – яркий пример служения людям, репортаж Лимды Джамалдиновой. Все спокойно. На сегодняшний день 36 детей. Планируются выписки. Дежурные медсестры докладывают о количестве пациенток, динамике состояния, готовности оборудования и потребности в медикаментах. Так начинается рабочий день Румисы Кусиевой, старшей медсестры перинатального центра. Для нее эти данные не просто цифры, а живая картина работы каждого отделения. На старших медсестрах висит все отделение. От ее правильной работы зависит многое в отделении. Старшая медсестра – это должен быть очень ответственным человек, потому что под ее началом работают начинающие медсестры, младшие медсестры, санитарки. От ее руководства
8:30 у нас пересменка. Я обхожу по мере моих возможностей отделений. Ну, успеваю не все 12 каждое утро, но отделение 5-6 я охватываю, смотрю, как девочки сдают смену, как пришедшая смена принимает смену. Ну, обхожу территорию, обхожу кабинеты отходов, склад, прачечную. Объект большой. С детства мечта была работать в белом халате с людьми. Это смысл моей жизни. Мне нравится помогать людям. Румиса ежедневно внимательно наблюдает за процессом, следит за тем, чтобы все оборудование было исправно, а персонал собран и готов к работе. Ее профессиональная история насчитывает 3 десятилетия. В биографии есть страницы, которые и сегодня вспоминаются с особым волнением. В годы военных действий помощь приходилось оказывать в самых сложных условиях. В 1996 году, когда как раз вот эти события были, наши чеченские, все было перекрыто. По соседству девушка начала рожать. Я на тот момент только окончила колледж, только работала 8-9 месяцев в поликлинике. Но я удачно приняла этого ребенка. Этот ребенок сейчас женат, у него 3 детей. Я на него смотрю и каждый раз говорю: Аюб, если бы ты умер, я бы в медицине не была бы. Я радуюсь этому. Она знает каждого сотрудника, понимает, кто устал, а кто справляется с нагрузкой легко. Коллеги называют ее наставником и опорой. Ее опыт и спокойствие помогают им чувствовать поддержку и уверенность в работе. Как руководитель, все качества, которые должны быть в руководителе, они все у нее имеются. В первую очередь это ответственность, уважительное отношение, порядок, ведение. Это все в ней есть, это все мы ценим, поэтому мы слаженно работаем. Для руководства она незаменимый сотрудник, человек, на которого можно опереться и доверить самый важный фронт работы. Это грамотный специалист, честный, ответственный. Ни разу в жизни она не подводила ни своих руководителей, ни свой коллектив. Конечно же, профессиональные качества у нас на высшем уровне. Весь коллектив ее сразу полюбил. Весь средний персонал, младший персонал ее уважает. Профессиональные качества этого человека неоспоримы в данном случае. Дома Румиса Кусиева превращается в заботливую хозяйку. Во время пандемии нагрузка на медиков была колоссальной, но именно тогда она проявила себя особенно ярко. За этот труд ее отметили наградой. Заблаговременно мы заказали с моим бывшим главным врачом, с Магомедом Ахмедовичем. Купили все в складе у нас. Я настояла. После я получила за это 2 награды. Вот эта награда за заслуги в борьбе с эпидемией COVID-19. И мне дали отличника здравоохранения. 2 награды. История Румисы Кусиевой – пример профессионализма, стойкости и преданности делу. Молодые специалисты перенимают у нее бесценный опыт, как наставника и прекрасного человека. В Чеченской Республике женщина всегда пользовалась особым уважением. Ее предназначение – хранить семейный очаг, воспитывать детей и придавать силу близким. В знак признательности этому в Грозном установлен памятник материнской славы. Здесь особенно ясно осознаешь, величие чеченской женщины проявляется в преданности семье, заботе о будущем и ежедневном труде. Наша героиня продолжает эти традиции. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Комитет семей воинов Отечества провел торжественное мероприятие «Пусть и всегда солнце светит», приуроченное ко Дню чеченской женщины. Для собравшихся прозвучали лирические и патриотические песни, прославляющие матерей, воспитавших героев Родины. В мероприятии приняли участие представители региональной власти, общественные деятели и гости из соседних республик. Наиболее активным представительницам различных профессий были вручены благодарственные письма и медали за благородный труд и милосердие. От имени членов Общественной палаты, от себя лично хочу поздравить всех чеченских женщин с Днем чеченской женщины. У нас одна традиция, обычаи, одна история, поэтому хочется поздравить всех чеченских женщин с этой датой, с этим праздником. Хочу пожелать им мирного неба. Это самое главное сегодня в нашей жизни.
В Грозном состоялось открытие персональной выставки Зелавдия Шуркаева под названием «Мир в красках глазами художника». Экспозиция – яркое отражение современной республики и ее динамичного развития. Особое место в работах мастера занимает столица региона. Репортаж Медины Мударовой. Инженер по образованию, художник по зову сердца. Зелавдий Шуркаев – яркий пример многогранности человека. Техническая специальность и работа электриком с 1996 года не помешала раскрыться творческому потенциалу. Талант, дремлющий с детства, проявил себя в 2020 году. С тех пор увлечение живописью маслом стало способом запечатлеть на холсте свое видение мира. Вот с тех пор уже с каждым разом имеется опыт. Приходит, когда больше пишешь, когда уже у тебя цель. Вот с тех пор, как вы видите, картина. А какая была ваша первая работа? Что вы написали? Если мне память не изменяет, Альпы. Это я посмотрел мастер-класс. Стоп, это Алша. Повторял, как мастер-класс художник пишет. Ну, случайно, может, попалась вот такая картина Альпы, Италия. И с этой работы вы уже поняли, что вот нужно продолжать дальше, да? Да. Первый опыт показывает, насколько у тебя получится. По крайней мере, я почувствовал. Работы художника выставлялись на различных площадках. Талант был отмечен победой в корпоративном конкурсе «Энергия талантов» от Россети Северного Кавказа в номинации «Оригинальный жанр». Я, конечно, как энергетик вдохновения не жду. Если я поставил для себя задачу, что у меня в такое-то время будет выставка, и мне нужно такое количество картин, я пишу. «Мир в красках глазами художника». Персональная выставка Зелавдия открылась в мемориальном комплексе славы. На мероприятии присутствовали представители культурных и общественных организаций Чеченской Республики, студенты, а также те, кто увлекается творчеством. Выставка плюсом. Выставка помечена на Белж, на Белж, Англии, Царочка. Стратегия был совершенно очень опытно. Waveform, Wave Tassil Plan, Satisa, Philosophy, опытно, Düsel Marzol, опытно, После торжественного перерезания красной ленты собравшиеся смогли в полной мере насладиться работами художника. Творчество Зелавдия Шуркаева – это живое отражение современной Чеченской Республики. 41 работа. Здесь городские улицы Грозного с их особенной архитектурой тесно переплетаются с изображением горных красот нашего края. Каждая работа особенная. Гости выставки остались в восторге от увиденного. Смысл работы лежит гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд, отмечают любители творчества. Знаете, вот этот контраст, когда всегда новое рождается в конфликте со старым, и вот когда уже новое, рожденное, оно наполняется такой большой силой, энергией, духовностью, это, знаете, настолько умиротворяет. И здорово, что сейчас вот в таком городе, который сегодня развивающимся, который прямо буквально настолько быстро идут изменения, и мы нашли вот такое место, где сейчас можем посмотреть этот же город, только уже остановившись на миг, на мгновение. В последнее время чеченские художники все чаще обращаются к национальной тематике, вдохновляясь красотой родной природы, традициями и культурой своего народа. Это не может не радовать, признается председатель Союза художников региона Исмаил Денильханов. На самом деле очень чаще мы изображаем это быт, это природа, это культура, это наши адаты. Все это отражено в нашу работу. Нельзя сказать, что что-то превалирует, но при этом нельзя сказать, что что-то упущено. Но при этом мы стремимся сегодня работать таких техник, как то, чего не хватает, это батальные сцены, это сцены из нашего прошлого. Над этим тоже работаем. Возможно, в будущем появятся какие-то новые картины, посвященные именно таким батальным, военным, скажем так, историческим картинам. Ну а сегодня мы можем наблюдать тенденцию, что
Союз художников, он расцвел, и очень много новых художников, новых имен, как Зелавдия Шуркаева. И мы, конечно, на этом останавливаться не будем. Дальше будем продолжать свою работу. Те, кто не успел к открытию, смогут это сделать в другое время. Выставка продлится до 25 октября. Ну а сам Зелавдия продолжает активно развиваться, экспериментировать с техниками и искать новые источники вдохновения. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт АВНХ в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.